Эй, всем привет, это я, Джаныбек. Добро пожаловать на мой канал Джаник Бро. Сегодня мы будем делать обзор на мою машину Tesla Model X. И будем смотреть именно с точки зрения потребителя, каково это иметь электромобиль в Кыргызстане, все плюсы, минусы. Поехали! Первый вопрос, который мне часто задают, почему Tesla стоит так дорого? По нашим меркам это действительно дорого получается, но с учетом всех плюсов, которые эта машина имеет, эта машина стоит тех денег. Особенно если у вас такая же версия, как у меня, P, то есть Performance. Это означает как бы топовая версия Tesla. Допустим, есть Mercedes, AMG, есть BMW, M-ки и так далее. То есть более такие динамичные, сильные, мощные версии тех же машин делаются в другом сегменте рынка. Также Tesla тоже решила разделить, и она разделила его как Performance. Эти машины Performance, они намного мощнее и, соответственно, намного дороже при покупке. Когда покупаете новую Tesla, она может быть дороже где-то на 50 тысяч долларов, нежели обычная версия той же самой Tesla. В этом весь вопрос, почему Tesla так дорого стоит. Пару слов сказать про двери, почему? Потому что, да, они уникальны, но с точки зрения потребителя, насколько они удобны и насколько они вообще практичны, когда ты ездишь на такой машине каждый день. Да, они действительно очень удобны, потому что доступ просто классный, да. Если у вас есть дети или вы постоянно что-то возите, эти двери самые то, что нужно. Но, к сожалению, пока что только Tesla делает такие двери на своих автомобилях. Я думаю, вы все уже посмотрели обзоры на эти машины, поэтому не будем останавливаться на технической части, просто посмотрим его с точки зрения удобства. Это очень удобная машина, большая. Когда люди видят его через интернет, а в последующем видят его вживую, они удивляются, насколько машина большая. В данный момент мой рост составляет 177 сантиметров, но при этом очень много места остается и сверху, и спереди, и поэтому это тоже еще один плюс к этому автомобилю. Расскажу вам немного про салон. Я вообще, когда покупал, первое, что я заметил, это сиденья. Они на ощупь другие, они по текстуре другие, они вообще отличаются от других машин. И это одна из причин, по которым мне нравится салон этой машины. Давайте немного остановимся на перформансе. Перформанс является топовой моделью Tesla. В данном случае эта машина имеет 780 лошадиных сил, что превышает обычную версию Tesla. И также она делается только на больших батареях, таких как 90-е и 100-е. В данном случае у меня 90-я. Но она по техническим характеристикам от 100-го отличается только тем, что дальность хода у 100-й модели, точнее у объема сотки получается в батарее, она надольше хватает. Это единственное отличие между P100D и P90D. Ну, естественно, также можно рассказать про монитор. Tesla монитор, как вы знаете, в последнее время очень популярно. Его устанавливают на всех машинах, Toyota, там, Lexus и так далее. Я думаю, в этом все-таки есть преимущество. Почему? Потому что все можно переносить на этот экран, и не нужно дополнять его какими-то дополнительными кнопками, которые мешают и портят весь стиль этой машины. Когда я говорю, что в этой машине 780 лошадиных сил, первое, что хотят люди увидеть, что находится у него под капотом, какой зверь там затаился. Вы готовы увидеть? Конечно же, это была шутка. Ее двигатель находится не под капотом, а находится непосредственно в мостах между колесами. Из-за того, что это электродвигатели, они компактные и умещаются прекрасно в том районе между колесами. Когда я ездил на этой машине в Америке, вообще никаких проблем с зарядом не возникало. Естественно, Америка, она идет впереди мира всего. А по технологиям, конечно, в первую очередь, зарядки быстрые, обычные, любые публичные
домашние, вообще там никаких проблем не было. В Кыргызстане я заряжаюсь только одним путем, это дома. Как это делается, давайте я вам покажу. Нажимается сюда, сюда вставляется вот такой вот штекер. Если вам интересно, покажу. Также это просто переходник, не сама зарядка. Сама зарядка, естественно, установлена дома. Она потребляет примерно 600 сомов, 700 сомов в месяц, бывает 800 сомов в месяц. То есть я не могу точно высчитать, почему, потому что мы платим за электроэнергию полностью, в целом за дом, что выходит где-то около 1000. Ну и примерно я знаю, сколько было до этого, где-то 300-400 сомов. Поэтому я высчитал, что я трачу где-то 600 сомов на заправку своего автомобиля за месяц. Насчет быстрой зарядки. Это большая проблема, поверьте мне. Почему? Потому что в Америке очень удобно. Бывает, что я езжу день-два, и именно когда мне машина нужна, бывает, батарея садится. В Кыргызстане в таком случае я оставляю машину на 10 часов. В Америке я иду на быструю зарядку, плачу где-то 10-12 долларов, и машина полностью заряжается до 100% примерно за полчаса. В Кыргызстане, к сожалению, этого нету. В этом мониторе есть все. Можно контролировать машину как хотите. Вот то, что я вам говорил про экран, отсюда делается все. Можно мультимедию пойти. Здесь меняется, допустим, сиденье, положение сидений, ходовка и так далее. Насколько она должна была, шасси должно быть поднято. Здесь фары можно изменить. Здесь именно меняется, на каком режиме кататься. Chill mode — это такой на расслабоне, как переводится, он для больше того, чтобы сэкономить энергию или просто когда никуда не спешите. Спорт, он более уже такой динамичный тип вождения. Ludacris это просто космическая скорость, когда вы хотите развить, а это уже не стоит ставить. Почему? Потому что она убивает батарею. Этот мод называется Ludacris Plus. Она использует максимум батареи, и когда вы ее включаете, даже появляется звук, как у троллейбусов, допустим. Поэтому я на ней мало езжу. Обычно езжу на chill моде, либо на Ludacris, что-то между этими. Здесь можете поменять, какого типа должен быть руль. Комфорт — это что-то вроде как на Toyota. Руль будет легкий, стандарт более-менее жестковатый. Спорт идет как, допустим, на BMW либо на Mercy, когда руль более-менее крепкий, приходится прикладывать больше усилий, но при этом это дает чувство управляемости, скажем, да, на дороге, особенно на больших скоростях. Поэтому я люблю ездить на спорте. Хотелось бы немного рассказать про колеса. У нас здесь стоят стоковые колеса, которые ставятся на Tesla Performance 22 размера. Я бы не сказал, что они большие, я бы не сказал, что они маленькие. Это идеально сочетается и по виду, и по техническим характеристикам. Почему? Потому что эта машина способна разогнаться до 100 за 2,7 секунды. И, естественно, колеса там играют тоже важную роль. Если вы заметили, на этой машине ничего не заливается, кроме одного. Это вода для омывания стекол. И все, больше ничего не нужно заливать в эту машину. Поэтому на этой машине нет никаких там пробок, или я не знаю, как это называется, куда можно что-то залить. Ну и очень много. Автопилот, допустим, его в Кыргызстане я не использовал, но в Америке часто приходилось использовать, так как это очень удобная вещь. По машине можно конфигурации менять, по дисплею, по навигации. Здесь, кстати, также обновляется софтвер, так же как на телефоне, на айфоне и так далее. Можно загрузить какую-то новую версию, и она убирает некоторые баги, которые могут возникнуть при эксплуатации этой машины. Можно включить заднюю камеру. Кстати, вот эта кнопка, она дополнительная кнопка, помимо того, что находится на экране. Здесь вы можете посмотреть, насколько вы потребляете энергию, где находятся станции по заряду. Игры есть,
интернет, если поменять симку, конечно, на кыргызскую. Ну, здесь он очень функциональный, что я хотел вам сказать, то что здесь в одном маленьком экране помещается все, что угодно, которое другая машина могла бы поместить, если бы она заполнила бы весь этот, все это пространство всякими кнопками, да? А здесь все это заменяется одним лишь дисплеем. Естественно, эта машина не идеальна. Все машины имеют свои минусы и плюсы, но некоторые машины имеют больше плюсов, некоторые машины имеют больше минусов. В данном случае у этой машины очень мало минусов, но одна из самых первых и таких, которые меня реально бесят, это нестыковка между вот такими вот деталями. То есть нестыковка в элементах, которые должны отсутствовать в люксовых машинах, такие, допустим, как машины Mercedes, либо Bentley, либо Rolls-Royce. Они делают прям идеальные подгонки между деталями, то, что дает такой красивый, эстетичный вид. У этой машины, допустим, есть детали, которые не сочетаются с друг другом, и они могут находиться, допустим, на пару миллиметров больше, либо пару миллиметров меньше друг от друга на расстоянии, имеется в виду. Кстати, если вы заметили, здесь нет пуш-старта, вообще никаких других кнопок, которые заводила бы машину, либо глушила бы. В данном случае машина заводится очень просто. Если у вас ключи с собой, то есть они находятся в машине, вы просто заходите в машину и давите на тормоз, и тем самым машина заводится. Когда вы уходите, вы ее тоже не выключаете, а просто уходите вместе с ключом, и машина сама вырубается. Насчет двери, когда они открываются, что они могут задеть кого-то, либо что-то и повредить тем самым кузов, да? В данном случае этот вариант исключается. Почему? Потому что здесь везде есть сенсоры, которые останавливают, если на пути открывания либо закрывания встречает какой-то объект, да? Давайте сейчас мы проверим. И, кстати, если эта дверь меня заденет, мы засудим, да, Тесла? Вот примерно так. Мне, конечно, было не больно, поэтому я думаю, это терпимо. Но если в данном случае здесь бы находилось что-то твердое, она бы остановила до того, как она коснулась. В данном случае она остановилась, когда только коснулась моей головы. Также, вот, допустим, можно еще раз попробовать и вот так вот остановить. То есть она почти всегда останавливается и тем самым исключает повреждение двери каким-либо объектом. Все, что связано с информацией, нужной для водителя, это выходит вот сюда, на данный экран. Также при вождении она симулирует дорогу и показывает, какие машины едут спереди, сбоку, какие люди. То есть где находятся эти люди и машины, чтобы водитель мог ориентироваться. Я думаю, это очень большой плюс для этой машины. Также хотелось бы рассказать вам про Алькантару, так как это является топовой моделью. Алькантара уже здесь была, здесь и потолок полностью Алькантара. Единственное, что мне не нравилось, это руль. Руль был просто обычный кожаный руль. Я его изменил, добавив вот такие вот фрагменты из Алькантары, и мне очень понравилось. Сейчас, я думаю, салон машины именно сочетается, каждая деталь между собой. Расскажу вам немного про то, как растаможить эту машину. Эта машина растамаживается абсолютно бесплатно. Максимум, что я заплатил, это 2000 сомов за то, чтобы выгрузили контейнер. В сравнении с теми деньгами, которые я платил в прошлый раз, или вообще очень много раз, когда я привозил машины, растаможка почти что 20% стоимости машины обходилась, потому что я любил такие большеобъемные машины. К примеру, последняя машина с большим объемом у меня был Corvette, у которого был 6.2. Ее растаможка обошлась примерно в 1 000 000 сомов. Естественно, сравнение с 2000 сомов и 1 000 000 сомов – это большая разница. Это тоже очень большой плюс для того человека, который рассматривает купить электромобиль в ближайшее время. Хотелось бы рассказать вам немного про ключ. Ключ выглядит вот таким вот образом. Она напоминает саму машину. И почему это сделано? Для того, чтобы человек не перепутал, используя функции. Ключ многофункциональный.
и можно открывать двери, капот, багажник, закрывать и так далее. То есть, если вам нужно открыть в данном случае, либо закрыть заднюю левую дверь или правую дверь, вы просто нажимаете на нее, и она закрывается. То есть, многие могут сказать про дублирующие какие-то функции, да? Допустим, дверь можно открывать и через пульт, и через, получается, экран. Также можно открывать через дверь с внутренней части, можно открывать дверь с наружной части. Также еще можно при открытой двери нажать кнопку, которая закрывает эту дверь. Вы скажете, очень слишком много дублирующей функции, но я бы вам сказал, это очень удобно. Допустим, вы же находитесь в разных местах в этой машине. Вы можете находиться возле нее, вы можете находиться внутри нее. И тем самым вы всегда используете ту функцию, которая под рукой. Да? Поэтому я бы сказал, что то, что они доработали и сделали дублирующие какие-то функции, которые работают на удобство потребителя, в этом Tesla красавчики. Про номера очень много вопросов задают, что означает и так далее. Девятка — это мое любимое число, поэтому почти во всех моих машинах номера идут девятки. Level, в данном случае LVL означает level, что в переводе на русский язык переводится как уровень. Ну, так как мне нравилась цифра 999, мне хотелось придумать что-то связанное с этими цифрами. Допустим, 999 level — это означает, что ты последний уровень в чем-то, да? Поэтому я взял, наверное, эти номера.